Добрый вечер. Время новостей на АТР. Сегодня 548-й день аннексии Крыма. В эфире «Заман». В Симферополе пропал 45-летний Арисланов Мухтар, проживающий в микрорайоне Фонтаны по улице Кестане, 26. Вчера он вышел из дому скупиться в магазине. Последний раз Мухтара видели на улице Залесской. Он был одет в серую футболку, серые штаны спортивного стиля. Если кто-то владеет информацией, просим позвонить по номеру телефона, который вы видите на экране. Задержанный по делу 26 февраля Мустафа Дегерменджи останется под стражей до 7 ноября. Сегодня Верховный суд Крыма отклонил апелляционную жалобу защиты активиста. 26 февраля 2014-го крымские татары провели массовый митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Одновременно под парламентом Крыма митинговало русское единство. Впрочем, российские власти преследуют только крымских татар. Подробности знают наши крымские коллеги. Мустафа Дегерменджи, задержанный по делу 26 февраля, останется под стражей еще на 2 месяца. Сегодня Верховный суд Крыма отклонил апелляционную жалобу на решение о продлении срока. Родители активиста выходят расстроенные, но не удивленные. С самого ареста суд ни разу не встал на их сторону. Дошло до того, что судья уже поленился до конца приговор прочитать. Ну, как сказать, конвейер. Самый настоящий конвейер. Им наплевать, что мой сын сидит, что... Как они... Ой, я даже уже не знаю этот шапито, как назвать. Олебер тойдум был. Честно, у меня просто слов нет. Сам Мустафа Дегерменджи присутствовал на заседании. Задержанный активист держался уверенно, был рад повидать близких. Уже добридер, как он держится, наверное. Не хочет нас расстраивать, может быть. Ну, а там сидеть никому. Аллах сахласын ухапылардан. Я рад, что ныне трое до сих пор находящихся под стражей невинно обвиняемых участников событий 26 февраля держатся молодцом, они не сдаются. Я считаю их примером для многих из наших соотечественников, которые, возможно, пали духом. Это не обвинительное заключение? Защита хочет добиться для Мустафы Дегерменджи изменения меры пресечения на домашний арест. Но обвинение считает, что задержанный может сбежать в Украину или повлиять на свидетелей по данному делу. Адвокат Александр Солодков считает, что аргументы обвинения в пользу оставления Дегерменджи под стражей недостаточно весомые. Очень бы хотелось, чтобы суд не переписывал аргументацию стороны обвинения, а прислушивался иногда еще и к стороне защиты. Может, там что-то, какое-то разумное зерно есть. И, в принципе, давал адекватную оценку доводам, приведенным защиты, а не просто пользовался стороной обвинения. 26-летний Мустафа Дегерменджи был задержан 7 мая в поселке Грушевка под Судаком. Ему инкриминируют участие в митинге под стенами Крымского парламента 26 февраля 2014 года. В Крыму активиста Украинского культурного центра Леонида Кузьмина вызвали на допрос. Утром к нему приходили сотрудники уголовного розыска, однако дома активиста не застали. В беседе с родителями сотрудники полиции заявили, что их сын занимается экстремистской деятельностью, направленной против Российской Федерации. Ну, как они объяснили, у них есть список людей, которые участвовали в украинских акциях или акциях с использованием украинской символики. Дню независимости, Дню флага и в других там, которые были там, Дню Конституции, ему лекцию проводили. Вот. Но по их словам, да, это делать нельзя, и если вы так любите Украину, вам надо поехать туда, в Украину. Министерство информационной политики Украины проверит деятельность провластного телеканала «Миллет» и радиостанции «Ватанси Дасым», которые вскоре начнут вещание на полуострове. Об этом сообщил советник министра информационной политики Украины Сергей Костинский. Наши юристы готовят сигнальное письмо в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания для того, чтобы не допустить появления телеканала «Миллет» в пакетах операторов кабельного телевидения. То есть все, что можно сразу сделать, мы сделали. Аренда квартир в Киеве подорожала, сетуют переселенцы и общественные деятели. Столичные риэлторы эту информацию опровергают. С переселенцами из Крыма общалась наша съемочная группа.
Эльмира с семьей переехала из Крыма полгода назад. Найти квартиру по доступной цене было сложно. Говорит, переселенцам сдавать в аренду жилье никто не хотел. В семье работает только муж. Зарплата 6 тысяч гривен. 3,5 платят за аренду. Еще 1500 за коммунальные. Арендная плата дорогая, плюс коммунальные услуги. Поскольку в Крыму мы жили в частном доме, для нас это как-то не было таким большим напрягом. У меня 3 детей. И очень много арендодателей не хотят сдавать квартиру детям, поскольку боятся, что они испортят, порвут. В общественной организации по делам переселенцев Крым-СОС подтверждают, массовое переселение влияет на цены аренды. Переселенцев очень много. Соответственно, если люди приезжают, то есть большой спрос на это жилье. Да? Соответственно, из этого возникает достаточно большая цена на него. Первая проблема, что он вообще не может снять жилье, а вторая проблема, что из-за того, что переселенцев стало достаточно много, цены в определенном смысле они увеличились на квартиры. В Ассоциации специалистов по недвижимости Украины такую тенденцию не заметили. Говорят, цены с прошлого года не менялись. Цены повлияли в 2014 году. В общем-то, они тоже цены не сильно завысили. То есть, как в прошлом году, в 2014, как была однокомнатная квартира, к примеру, в районе метро Поздняки, однокомнатная, 6 тысяч гривен, так она и сегодня и есть. В среднем в столице аренда однокомнатной квартиры составляет 5-6 тысяч гривен. В пригороде Киева можно снять квартиру за 3. Гульсум Халилова, Ислам Пинка, Заман, АТР. Удар и солидарность объединились. Блок Порошенко на местных выборах поведет Виталий Кличко. За единогласно проголосовали на объединенном съезде. Кличко вышел из партии «Удар» и перешел в солидарность. На съезд приехал и сам президент. Петр Порошенко говорил о децентрализации. Делегаты заверили, будут отстаивать права крымско-татарского народа и не забудут про Крым. Но возвращать его планируют ненасильственным способом. Необхідні економічні важелі, щоб Крим відчував свою неможливість існування без України. І ми всі знаємо, про що йдеться. Воду, електроенергію, продовольство, туризм, багато інших речей. Але найголовніше, Україна має довести, що тут, за Чонгаром, життя краще, ніж там, під окупацією. В той момент Крим повернеться. Це ГДР і ФРГ. Чонгар, ця стіна рухне. Ми проведемо конституційну реформу, ми займемо активну позицію, ми підемо до людей, роз'яснимо їм. І на сьогоднішній день питання децентралізації влади, яка підтримується 78% українців, ми з вами маємо зобов'язані провести цю реформу через парламент. В Минске договорились о прекращении огня на Донбассе с 1 сентября. Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине считает необходимым с начала учебного года обеспечить полное прекращение огня на линии соприкосновения на период первой недели в школе. Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик. Он также добавил, что 1 сентября ОБСЕ проверит, как выполняются эти договоренности. Следующее заседание контактной группы состоится 8 сентября. Трехсторонняя контактная группа считает важным и необходимым с учетом начала нового учебного года добиться устойчивого прекращения огня на все линии соприкосновения как практического шага к обеспечению выполнения соответствующих положений Минских соглашений. Около 40 иностранных бойцов АТО хотят быть украинцами. Они пикетировали здание Государственной миграционной службы. В основном это граждане России, которых ждет опасность в случае возвращения на родину. Заза Барзамишоли из Грузии вот уже 4 месяца участвует в боях под Зайцево. Неделю назад приехал в Киев для легализации своего статуса. Однако его заявление не приняли. Хочу что-нибудь на жительство, не что-нибудь помогать. В Грузию не могу ехать там. Андрей Кузнецов из Санкт-Петербурга в Украине проживает 1,5 года. Он один из основателей российской повстанческой армии. Все это время безуспешно пытается получить статус политического беженца. Но идея... Наши требования достаточно просты на самом деле. Дать возможность легального нахождения на территории Украины, будь то гражданство, будь то вид на жительство, либо просто элементарная гарантия защиты. В Украине очень популярный такой термин, да, информационная война как таковая. Но
Украина по факту не может вести эту информационную войну, потому что она, например, даже не акцентирует внимание на тех людях, которые приехали ее защищать из той же России. Правозащитники утверждают, что не раз обращались к властям, однако безуспешно. Примером может служить дело бойца из Белоруссии. Він воював в складі батальйону «Донбас». Ми отримали довідку від командира батальйону, що да, він був прийнятий в батальйон «Донбас» і приймав участь в бойових діях. Намагалися вийти на посадових осіб Міністерства внутрішніх справ, тому що батальйон «Донбас» відноситься до Міністерства внутрішніх справ, для того, щоб вони дали подання до президента України, який обіцяв, я не пам'ятаю, в грудні 2014 року, про те, що бійцям-іноземцям буде надано громадянство України. К митингующим вышли представители Государственной миграционной службы. Они попытались ответить на их вопросы. Для приобретения гражданства людей, которые воевали, перед тем, как получить гражданство, они должны отримувати статус беженца. Статус беженца. И после этого мы принимаем только документы на гражданство. Представители власти также рассказали, насколько трудно получить статус беженца участникам АТО. Чтобы получить гражданство, после этого паспорт гражданина Украины, первое, нам нужно найти энное количество оснований для приобретения гражданства. Одно из них, то, что вот я понимаю, то, что у нас вызвало вот эту волну, это если у человека нету ни бабушки, ни дедушки, там никто не родился, не проживал на территории Украины, нету жены здесь, это то, что этот человек внес вклад в развитие Украины. Является основанием для получения статуса беженца и гражданства Украины. Лилия Зенедин, Эльдар Ситаров, Заман, АТР. Донецкий аэропорт глазами десантника-киборга. В столице волонтеры презентовали фотоальбом со снимками бойцов, которые до последнего защищали аэродром. Автор, боец 90-го отдельного аэромобильного батальона Руслан Боровик, был в самом пекле, в новом терминале. Он фотографировал их полгода от учений на полигоне до военных действий в Донецком аэропорту. Сегодня на презентации Руслана Боровика нет. Он продолжает воевать в АТО. Пришли бойцы его батальона. Память на всю жизнь. Очень жаль пацанов, которые, друзья, погибли. Мы будем их помнить всю жизнь. Боец с позывным «Дэн» рассматривает собственную фотографию. Он был тяжело ранен в новом терминале. Сейчас почти не разговаривает. Это Дэн. Вот он. На этом фото Игорь Броневицкий. В аэропорту он оставался до последнего. От возможности выйти из терминала отказался. Не хотел оставлять раненых. 21 января попал в плен к боевикам. Те забили его до смерти. Возили на кладовище, заставили рити могили собі. А потім хотіли, щоб вони стали на коліна. Син не ставав на коліна. Били чим попало і били насмерть. А потім його дострелили в Моторола. Важливо, щоб була пам'ять. Поки ми їх пам'ятаємо, поки вони живі. А это командир роты огневой поддержки Иван Зубков с позывным «Краб». Был ранен, но оставлять товарищей не захотел. Последний раз на связь выходил 20 января, уже после подрыва перекрытий терминала. Сказал, что лежит под завалами. Впоследствии тело Ивана нашли и опознали по результатам ДНК. В честь него сейчас должны назвать наш батальон. В честь Ивана Ивановича Зубко. Легендарный человек, хотя был очень маленького роста, но обладал огромной силой духа, поддерживал очень сильно своих подчиненных ребят. Оборона Донецкого аэропорта продолжалась 242 дня, до тех пор, пока старый и новый терминал не уничтожили полностью. Бойцы 90-го отдельного аэромобильного батальона были последними. Наталья Калинка, Олег Козыкин, Заман, АТР. Как открыть национальные классы и увеличить количество уроков крымско-татарского языка и литературы в школе? В Старом Крыму провели семинар для учителей крымско-татарского языка со всего полуострова. Побывали на нем и наши корреспонденты.
Перед крымскими учителями выступили их опытные коллеги, методисты Института повышения квалификации Милека Лединова, которая ознакомила учителей с правовой базой относительно образования на крымско-татарском языке. По ее словам, многие учителя не знают, что по закону крымские школы должны вносить крымско-татарский язык в учебный план. Во многих учителях сидит страх перед руководством школы. Нужно немного мужества, чтобы потребовать от директора или зауча выполнения учебного плана. Нужно говорить, существуют учебные планы. Оказывается, в неделю должно быть 3 часа крымско-татарского языка. Выделите мне эти часы. Министерство образования Крыма разработало методические рекомендации, предложив варианты учебных планов для школ, где учатся крымские татары. В нескольких вариантах крымско-татарский язык предложено включить в расписание как предмет. Но многие учителя действительно не знали о существовании этих планов. Руководство школ выбрало учебные планы, не поставив в известность ни учителей, ни родителей. Эльзара Мустафаева преподает крымско-татарский в общеобразовательной школе села Изобильное Алуштинского района. Крымско-татарский здесь изучается только как факультатив. К тому же в этом году количество уроков сократилось. Сколько бы родители не писали заявления, сколько бы мы учителя не говорили, нас никто не слушает. Нужно, чтобы Министерство образования выдало такой указ, которому ни один директор не противился бы. Проблема в том, что в большинстве школ учебные планы и расписания уже составлены, и увеличить количество уроков крымско-татарского вряд ли получится. Если бы мы узнали об этих планах раньше, в феврале-марте, то у нас в руках было бы мощное оружие. Можно было бы требовать 3 часа крымско-татарского в неделю, собирать заявления. А теперь уже разве можно изучать язык внеурочно? Тренинг в Старом Крыму собрал около 70 человек. Это 5-й тренинг, проведенный на полуострове. Инициатива провести ликбез для крымских учителей принадлежит и ректору Московского института иностранных языков имени Володарской. Она обратилась в Министерство образования Крыма с просьбой организовать семинары. За неделю методисты выступили перед учителями крымско-татарского языка всех крымских регионов. Давка и драка за дешевые пельмени и котлеты. В России жители Орла били друг друга за еду в магазине, объявившем огромные скидки. На этом пока все. Хорошего вечера. Будьте с нами.